Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Сегодня мы поговорим об инвентаризации законов, о том, на что стоит обратить внимание и зачем, собственно говоря, проходит этот процесс. У нас сегодня в гостях заместитель министра юстиции, независимый эксперт по инвентаризации Марат Джуманкулов. Марат Ургунбаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. А также у нас в гостях начальник отдела управления правового обеспечения международного сотрудничества МВД Кыргызской Республики Нурлес Умуралиев. Нурлес Шамилович, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать тоже. Немножко расскажу о предыстории, собственно, всей, о чем мы сегодня говорим. 9 февраля 2021 года президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров подписал указ о проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики, после чего в начале июля второе заседание межведомственной экспертной группы по инвентаризации законодательства состоялось, и итогом ее работы стало предложение признать утратившими силу аж 139 законов, а еще ранее в Министерстве юстиции, реагируя на критику экспертов, заявили, что принцип гильотины, именно так выразились в Министерстве, при инвентаризации законодательной базы Кыргызстана не будет применяться. В общем, об этом мы сегодня и поговорим. Давайте немножко разъясним нашим слушателям, скажем, более простым языком, по какому принципу проводится инвентаризация закона и в чем важность, собственно говоря, этого процесса, зачем он нужен, потому что название, я думаю, многим нашим слушателям вряд ли что-то скажет. Добрый день, уважаемые слушатели. С вашего позволения я начну, наверное. Да, пожалуйста. Действительно, для многих обывателей, для многих граждан не совсем понятно и слово, и вообще для чего это делается, поэтому попытаюсь вам на примерах рассказать. Вообще, инвентаризация законодательства, на самом деле, это такой повседневная работа государственных органов. Да? Это деятельность по выявлению каких-то дублирующих норм, выявление правовых коллизий, устранение противоречий, приведение в соответствие с вышестоящими нормативно-правовыми актами. Почему это важно? Да? Потому что по законам живет каждый гражданин, и будет он руководствоваться законом, который внутри сам себе противоречит другим законам, либо он будет руководствоваться хорошим, нормальным законом, где все ясно как для него, так и для, предположим, чиновника, да, в их взаимоотношениях. Естественно, лучше второй вариант, скажем так. Да? И для этого процесса при Министерстве юстиции была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой входили представители всех государственных органов. Но, к сожалению, этот процесс, он тоже такой приобрел вялотекущий характер. Почему? Потому что, там был принцип такой, если законы там в сфере обороны или там в сфере образования, даются поручения соответствующему отраслевому органу привести в соответствие эти законы. Отраслевой орган мог, скажем так, отчитаться, а все прекрасно, все нормально. Да? И вот этого механизма контроля, как со стороны вышестоящих органов, так и со стороны гражданского общества, не существовало. Эта инвентаризация, она отличается от всех предыдущих. Были такие масштабные, но такого масштаба инвентаризация еще не приобретала. Проинвентаризируется практически каждый закон. И вот если проанализировать наше законодательство, у нас порядка свыше 4700 законов. Если их вот так сгруппировать... Я прошу прощения, это много или мало, если посмотреть на другие страны? Я считаю, что это очень много, потому что вам ориентироваться легче в 400 законах, либо в этих... Конечно, да. Но на самом деле эта цифра тоже вначале как бы пугает, но когда начинаешь дальше анализировать, получается, что порядка 1000 законов – это законы о ратификации международных соглашений. А еще одна там большая группа – это законы, которые носят разовый характер. Амнистии, законы об административно-территориальном устройстве. То есть выполнил свое действие, и все, и закрепился. Да? И среди вот этого большого массива оказывается всего лишь, я сейчас точную цифру побоюсь назвать, где-то в пределах 354 законов – это так называемые цельные законы. А 1700 законов – это поправки в эти 1400 законов. Вот представляете, да? И поэтому сейчас из этого массива выдернули вот эти цельные законы, была разработана соответствующая методология, которая
включила в себя критерии, которые предусмотрены в указе президента, и другие критерии, которые позволят, скажем так, прийти к выводу о целесообразности или нецелесообразности дальнейшего существования такого закона. Так вот, через эту методологию алгоритм какой был построен? Во-первых, через эту методологию проводят оценку сами госорганы, но поскольку у госорганов могут быть какие-то ведомственные интересы, какие-то другие моменты, для независимой оценки привлекли юристов, специалистов с большим стажем в этой области, и они провели свою оценку. По алгоритму предполагается, что потом встречаются, да, оценивающие эти законы люди, и приходят к единому мнению. По итогам этого единого мнения надо сформировать перечень из условно 3 групп. Первая группа – это законопроекты, которые ждать особо не надо и потребуют какие-то технические изменения. Ну, предположим, Конституция новая принята, сейчас вместо правительства Кабинет министров, соответственно, все законы надо изменить. Да? А вторая группа, которая требует чуть больше, скажем так, изменений. И третья группа – это группа, которая будет содержать в себе законы, в том числе по признанию утративших силу существующих. Но это не значит, что это та или иная сфера теперь вообще не будет законом регулироваться, а будут предложения по удобному применению этих законов. Предположим, некоторые законы можно вполне себе объяснить. У нас в одной и той же отрасли существует по 7-8 законов, и зачастую они друг друга дублируют. Поэтому это очень неудобно и гражданам, и государственным служащим. Предположим, бывают такие случаи, один говорит, вот по этому закону вы мне должны предоставить такое-то право, а со второй стороны говорит, извините, а по этому закону там совсем другое. Это же влияет на жизнь каждого человека. Вот в качестве примера я могу привести, там по законодательству по вопросам прохождения воинской службы, если человека осудили, он лишается пенсии. А в Уголовно-исполнительном кодексе там четко написано, даже если его лишили свободы, его приговорили только к изоляции от общества. Его не приговорили к тому, что он остался без средств существования. И вот с этим примером, предположим, какой-то человек, он может затратить очень много времени, чтобы доказать свою правоту. Поэтому цель этой инвентаризации – выявить такие несоответствия, исключить дублирующие нормы, привести в соответствие с Конституцией вышестоящими нормативно-правовыми актами, чтобы эти законы отвечали тем международным обязательствам, которые взяла на себя республика. И в конце концов, у нас же много и мертвых, так называемых, законов, да? Или такие рамочные законы. Вроде бы закон есть, а читаешь, никакого ничего толка, внутри абсолютно нет. Ничего нету. А там, например, по сути, такая декларативная норма, а для меня и для вас, как жили мы, так и живем. Ничего, как говорится, не меняется. Поэтому цель в том числе и выявить такого рода мертвые нормы и, может быть, выяснить. Если, предположим, эта норма не работает в силу недостатка финансовых средств, тогда надо задаться вопросом, а нужна ли эта нам норма. Либо уже предусматривать в законе о бюджете соответствующие средства для реализации этой нормы. Этого закона, да. Поэтому я считаю, что вот эта методология, она, да, у нее есть свои изъяны, да, она не идеальная, она не догма. Я просто почему акцентирую внимание, сейчас много критиков, да, говорят, зачем проводить эти оценки, уже на поверхности видны определенные несоответствия, давайте разрабатывать, и так можно. Но тогда это будет такой достаточно формальный характер. А если мы хотим, чтобы действительно в результате этой работы хоть каким-то образом улучшилась жизнь, надо проводить по тому алгоритму, который выработал Минюст, с соблюдением всех этих этапов. И я подчеркиваю, что при соблюдении этого алгоритма как раз-таки привлекается гражданское общество. Я сейчас только вышел с одного совещания, там как раз-таки неправительственные организации ставят очень правильные вопросы, потому что они сталкиваются с этими законами, они видят эти изъяны. По итогам, если это будет просто команда госоргану, гражданское общество чуть-чуть в стороне может остаться. Конечно, потом это можно провести и общественные слушания, и другое, но участвовать в разработке концепции законопроекта или участвовать
в обсуждении готового продукта это две разные вещи. Это совсем другое дело, да. Нурлет Шамилович, вопрос к вам. Раз уж мы поговорили сейчас в общем о всем процессе, который будет происходить, давайте поговорим вот на примере, наверное, вашего ведомства. В каком порядке сейчас ведется работа в вашей группе и каким образом ведется, собственно, работа по инвентаризации законов, по тому, вы даете направление какое-то, да, какие законы необходимо или купировать, или объединить, поправки в них. Каким образом это происходит? Расскажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Спасибо вам за то, что пригласили наше ведомство. Вам большое спасибо, что пришли. Так, вместе с тем вот хотелось бы отметить, да, я вот начну по алгоритму. Как вы отметили, указ президента был издан, значит, 26 от 8 февраля, после чего во исполнении данного указа было издано распоряжение правительства номер 55 о создании, значит, экспертных рабочих групп. И одну из экспертных рабочих групп именно по вопросу правосудия и правоохранительной системы была возложена на Министерство внутренних дел. Наше руководство ее возглавило. Далее, значит, Минюст, они разработали своим приказом именно методологию проведения инвентаризации и составы подгрупп, значит, они утвердили. Также Минюст определили перечень тех законов, которые подлежат инвентаризации, каждой подгруппе. Для нашей подгруппы Министерства внутренних дел нам было возложено 41 закон. На нас был возложен, чтобы мы провели полную масштабную инвентаризацию. Также вот хотелось отметить, что в указе президента, в распоряжении правительства отмечено, что с привлечением, значит, независимых экспертов и гражданского общества, что именно для МВД, для нас, как руководителей экспертной рабочей группы, они оказывают очень большую помощь, очень большой вклад, так как они непосредственно участвуют в наших обсуждениях, они принимают очень активное участие в инвентаризации данных законов. Теперь мы, значит, из 41 закон мы сейчас провели инвентаризацию. Там имеются те законы, как вот ранее отметил, что у нас делятся на 3 подгруппы. Значит, первая подгруппа – это те законы, которые требуют незначительных технических доработок. Это приведение в соответствие, например, новой Конституции, новых законов, где, вот, скажем, например, аппарат правительства заменить словами кабинет министров. Да? Вот такие технические моменты, это относится к первой подгруппе. И данные законы мы можем отнести, скажем, в ускоренном темпе они могут приняться, потому что технически мы их выровняем и направим уже на рассмотрение в кабинет министров, далее Джорку Кенеш, чтобы в ускоренном порядке их приняли. Это такие технические доработки. Вторая подгруппа законов, значит, это более требующих таких концептуальных внесения изменений туда. Оно требует, и в процессе работы у нас с независимыми экспертами, с представителями гражданского общества вызвали такие разные мнения. Мы с ними активно спорили о целесообразности внесения изменений, либо признания утратившей силу и изданию нового закона в новой редакции. Это вызвало немало споров, и данные законы мы отнесли к второй подгруппе, и, значит, наши единые позиции мы на следующей неделе уже направим в Министерство юстиции для выработки уже окончательной позиции по данным законам. И третья подгруппа – это уже такие законы, которые, значит, полностью признаются утратившим силу. Такие нерабочие законы, как вот выше было отмечено, разового характера или уже которые например, закон вот в нашей подгруппе о службе по борьбе с экономическими преступлениями. Данная служба, она была ликвидирована, и сейчас этой службы нет, и этот закон функции, значит, данная служба, да, этот закон потерял актуальность свою, и мы его как бы единогласным решением уже будем признавать утратившим силу. А функции данного этого переданы в другие госорганы. Вкратце, вот по такому принципу у нас ведется работа. Я думаю, мы укладываемся в сроки.
со стороны Министерства юстиции оказывается непосильная помощь в проведении именно в методологии инвентаризации. Со стороны гражданского общества, независимых экспертов. У нас, значит, в ведомстве тоже медиаплан выработан, где осуществляется работа по освещению проводимой работы именно в средствах массовой информации и на нашем портале МВД. Спасибо вам большое. Марат Урунбаевич, давайте немножко поговорим о том, почему, собственно, так случилось, что нам необходимо, в принципе, эту инвентаризацию проводить. Потому что, когда мы наблюдаем за работой нашего законодательного органа Джагруку-Кенеша, там, честно говоря, если в СМИ посмотреть, бывают очень разные инициативы различных законов, и иногда, на самом деле, уже потом и эксперты говорят о том, что есть отдельный закон, который, однако, уже с самого начала видно, что он дублирует многие части других законов, да, например, закон о СМИ, и недавно принятый Джагруку-Кенешем закон о защите от вредной информации населения. Там есть очень много совпадающих статей, и, в принципе, одного закона, по-моему, могло бы быть и достаточно. Почему достаточная оценка функциональности или нефункциональности одного или другого закона не проводится уже сразу, скажем так, на месте, а потом уже спокойно не вписывается в законодательную структуру? Как так получается? Хороший вопрос. Надо здесь, наверное, что учитывать? Законодательный процесс, во-первых, он содержит различные этапы, когда можно выявить все вот эти и разночтения, и дублирование, и так далее, да? Но не секрет, наверное, что иногда законы появляются как вызов реалиям, да, или угрозам сегодняшнего времени. Да. Да? Проходит 2-3 года, уже те вопросы, которые задавались при обсуждении законопроекта, уже увидев, что этот закон работает или не работает, или какие-то причины выявив, те доводы, которые были не в пользу этого законопроекта, они, скажем, еще раз усиливаются. Да? Например, мы же говорили, что это, предположим, не заработает и так далее. Да? Поэтому это нормальный процесс на самом деле. И в этой части есть и такой механизм, когда, скажем так, в дело вступает и Конституционный суд. Да? Например, они же могут признать нормы какого-то закона неконституционными, и по итогам выносится решение. После вынесения этого решения эта норма просто перестает работать. Да? Поэтому, в идеале, конечно, это все должно проходить до принятия закона, но это не надо здесь, как говорится, приводить пример только Кыргызстана, это в абсолютно любой стране это допустимо, поэтому и создана вот эта правовая структура, правовая система с определением роли и места каждого государственного органа. В качестве примера я могу что привести. Например, в 2010 году приняли Конституцию, которая кардинально поменяла жизнь нашей республики. Да? Форма правления, правда, до сих пор многие гадают, какая же все-таки у нас была форма правления. Либо парламентская, либо смешанная и так далее. Это уже история. Да, это уже история. И если обратить на те инициативы, которые приобрели оболочку закона после 2010 года, то вы можете увидеть, что там такой крен в сторону усиления именно парламента, да, пошло. Причем где-то это обосновано, а где-то не обосновано. Да? Сейчас прекрасный момент, как говорится, уже трезвым взглядом со стороны по прошествию многих лет обратно задаться этим вопросом и поставить, да, нужна ли нам эта норма. Вы нас там убеждали, что это крайне необходимо. Прошло, предположим, 10 лет, а ВОС и ныне там. Да? Другое дело, что удастся ли, скажем так, выиграть эти позиции для гражданского общества, для государственных органов, для независимых экспертов, потому что у нас в парламенте, когда там начинаешь обсуждать какой-то незначительный законопроект, депутаты стараются засыпать вопросами докладчика по всей сфере деятельности, которые иногда даже и не касаются законопроекта. И не секрет, что многие законопроекты так и не принимаются. Поэтому я еще раз повторюсь, по закону о нормативно-правовых актах инвентаризация должны заниматься повседневно
и повсеместно государственные органы, каждый в своей сфере. Вот это масштабное, и то, что президент ради этого издал указ, да, обратил внимание на это я вот еще раз подчеркиваю, впервые в истории нашей страны, и даже я посмотрел, по крайней мере, постсоветское пространство, я не видел таких примеров. Здесь вот, если все пойдет так, как запланировано, я думаю, что такая очень хорошая будет работа проведена. Mm-hmm. Вот, например, были инвентаризации, я вот говорил, не говорил, что когда были подвергнуты признанию утратившим силу законы и подзаконные акты, которые действовали в СССР. Да? Были инвентаризации, которые были такие точечные, которые затрагивали НПА, регулирующие вопросы в сфере предпринимательства. Да? Здесь уже такая масштабная. И этот процесс, он очень сложный, сжатые сроки на самом деле даны. Да? Координировать эти вопросы очень сложно, как говорится, дорогу осилит идущие. Другой вопрос. Как это отразится на бюджете страны, насколько дорого обойдется нам эта инвентаризация? Потому что просто когда есть инициатива о переименовании какого-то ведомства, сразу же первым стопом является то, что это придется кучу документов переименовывать, удостоверения новые делать, таблички на ведомствах, даже улицу переименовать, это уже, скажем так, дело недешевое. Что касается вот закона и процесса инвентаризации законов, насколько это дорогостоящий процесс? Во-первых, там самые основные задачи – это приведение в соответствии с Конституцией, исключение дублирующих норм, восполнение правовых пробелов, там какие-то коллизии. Да? То есть, по сути, вроде бы, если все это будешь делать, там каких-то ресурсов особо не потребуется. Но вот как раз-таки вот эта методология, она содержит и другие вопросы, которые позволяют ответить, да, нужно ли менять этот закон или нет. И вот как раз-таки, когда будут разрабатываться вот эти законопроекты, чтобы исключить вот эти возможные затраты, да, например, в некоторых законах четко там прописалось там, Министерство обороны, да, или там финансовая полиция, предположим. Вот как раз-таки при разработке этих законопроектов надо применять какие-то унифицированные названия государственных органов, да, которые вне зависимости, если завтра вопросами там, обороны будет заниматься МВД, конечно, фантазирую, да, не надо, как говорится, менять для этого закон. То есть вот при разработке вот этих законопроектов у разработчиков должны в том числе стоять задачи, которые вы сейчас обозначили, чтобы это не приводило к дополнительным тратам. Другое дело, здесь очень такой тоже интересный вопрос, когда можно ограничиться изменениями теми, о которых я выше говорил, да? А иногда закон это что? Это же политика государства, да, в той или иной сфере уже утвержденная. И вот при разработке или при обсуждении законопроекта может возникнуть идея изменить действующую систему. Предположим, да, там в определенной сфере мы там сохранили какую-то советскую модель, а сейчас говорят, нет, это устаревшая, давайте применим там немецкую модель. Это, конечно же, уже действительно большие дополнительные расходы. И вот здесь, мне кажется, надо разработчикам четко останавливаться. Да? Все, что касается таких концептуальных, серьезных изменений, мы не закрываем, да, споры по этому поводу, но это будет следующий этап. Сейчас задача все-таки упорядочить, максимально делать удобной всю нормативно-правовую базу для правоприменителя. Еще один вопрос, может быть, он и не очень подходит к данной теме, но, тем не менее, очень интересно, когда вы говорили о том, что сейчас в процессе инвентаризации участвует и гражданское сообщество, а в частности, гражданское сообщество может, в принципе, участвовать в общественных обсуждениях каждого закона. Но обычно так говорится в пресс-релизах различных, что закон Джугурку-Кенешем принят, он находится на общественном обсуждении, можно зайти на сайт и посмотреть. Как вы считаете, у нас достаточно ли хорошо работает вот эта система общественного обсуждения? Потому что я, может быть, и не знаю, и не в курсе дела, но могу предположить, что та самая общественность очень опосредованно в итоге участвует в том, чтобы посмотреть, как оно есть. Хороший вопрос, на самом деле, он очень актуальный. Я до этого говорил, да, что участвовать в обсуждении готового продукта или принимать участие в разработке
не самого продукта, а даже концепции – это две разных вещи. Да? Поэтому, да, по закону о нормативно-правовых актах у нас предусмотрена процедура общественного обсуждения. Она построена таким образом, что нормотворческий орган вывешивает на своем сайте, и любой желающий может свои предложения и замечания внести. Но жизнь показала, что этим правом граждане не пользуются, во-первых. И потом надо учитывать, что это процедура общественного обсуждения, которая установлена законом. Но есть же и другие площадки, экспертные обсуждения. Вот там баталии, да, происходят. Да. Поэтому, зная все эти проблемы, вот, например, я когда возглавлял Министерство юстиции, мы над этим тоже, я говорил, это же просто формальность, вот это общественное обсуждение. Давайте продумывать. И нам удалось при помощи доноров, по крайней мере, хоть какие-то шаги в этом плане сделать. Сейчас разработан единый портал общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов, где каждый госорган должен разместить этот проект. Вроде бы то же самое, но в чем отличие? Во-первых, там возможности портала уже предусматривают обратную связь. Да? Раз. Во-вторых, там уже предусматривается обязанность госоргана отреагировать. Учли они или не учли? Не учли, то почему? Да? Можно там подписаться, да, под какие-то рассылки, например, там законодательство в сфере обороны. Вы подписываетесь, и все. Как только какая-то инициатива со стороны соответствующего государственного органа поступает, вам поступает сообщение. Так, вот разработан такой-то, такой-то проект. Надо активно участвовать. То есть это такие возможности, которые позволяют гражданам. Но на самом деле, конечно, граждане тоже должны быть активными, потому что у нас, зачастую мы любим обсуждать это все на кухне. И уже потом, когда все это приняли. Да. А вот прям пойти там в парламент, на то же парламентское слушание, да, вот проявить инициативу, выступить, к сожалению, очень мало. Есть такие, но очень мало. Вообще, я думаю, что теперь, после нашей беседы, по крайней мере, стало понятно, что нужно, наверное, выбирать еще очень хорошо законотворцев. И такая возможность у кыргызстанцев будет осенью этого года. Еще одна необходимость внимательно смотреть, за кого вы голосуете, кого вы выбираете, и, конечно же, свой голос не продавать. Спасибо вам очень большое за очень интересную беседу. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был начальник отдела управления правового обеспечения и международного сотрудничества МВД Кыргызской Республики Нурлес Умаралиев. Нурлес Шамилович, большое спасибо. Были рады вас видеть. Спасибо. У нас в студии также у нас в гостях был экс-заместитель министра юстиции, независимый эксперт по инвентаризации Марат Джаманкулов. Марат Тургунбаевич, были рады вас видеть. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо.